Они помогли победить малярию, осушив болото, вечно зеленые эвкалипты. Эти красивые, с раскидистыми ветвями деревья не просто нужны, а крайне необходимы на прибрежной части Абхазии. Поглощая более 300 литров воды в сутки, эвкалипты способны осушить близлежащую территорию на расстоянии нескольких десятков метров. На стыке улицы Имама Шамиля и набережной Диаскуров около года назад благоустроители города начали спасательную операцию. Горожане знают, что в этих местах всегда влажно, вода застаивается, зимой даже заболочена. Мы связались по телефону с инженером по благоустройству города и узнали подробности о решении высадить эвкалипты на этом участке парка. Инженер по благоустройству города Кама Кутели рассказала нам и о трудностях, с которыми столкнулись в процессе высадки деревьев. В 2021 году администрация ООО «Ашта и Ко» были приобретены саженцы деревьев, это эвкалипта и дубков на штамбе. Прежде чем произвести высадку, мы обратились к экологам. Я лично вела беседу с Савелием Михайловичем. Мы подбирали место для посадки. Конец улицы Имама Шамиля, так как там заболоченное место. Место, куда часто наши гости спускаются, это выход к морю. Этот участок был очень сложный. Видимо, впоследствии стройки было очень много строительного мусора, которое сверху еще поросло землей. Очень долго и тщательно выкапывали лунки, привезли туда хороший грунт. Был обильный полив ежедневно. В месяц раз-два наш агроном делает такую своего рода ревизию. Но все было бы замечательно, если бы не вредители, замеченные на листве нижних ветвей эвкалиптов. В социальной сети появилась публикация о том, что половина деревьев заражены, и, скорее всего, они могут быть опасны для соседних эвкалиптов. У пользователей интернет-сети есть мнение, что завезенный посадочный материал был заражен. Я присутствовала во время посадки и видела, как агроном смотрел каждое дерево. Мы не могли упустить. Лично я сразу набрала агроному, спросила, как это было возможно. Он подтвердил, что деревья были достаточно здоровыми, и болезнь, возможно, как он мне объяснил, они могли заразиться там в течение всего этого времени. Кстати, саженцы эвкалиптов были приобретены 3 года назад, а высажены лишь год назад. Все это время о деревьях заботились в Ашта Групп. Обильно поливали, профилактически орошали, следили за здоровьем. Но самое важное звено в цепи – госинспекция по карантину растений. Инспекторы этой службы обязаны на этапе ввоза в Абхазию любого посадочного материала проверять на наличие инвазивных вредителей. В случае, когда таковые обнаружены, запретить ввоз или же уничтожить растения. Завозится, наши проверяют, есть ли там вредители или болезни. Если там есть, мы, естественно, имеем право или вернуть вообще, если карантинный объект или карантинные болезни какие-то, мы имеем или сжечь вообще, или убрать, вы понимаете. Тут мы строго следим за этими процессами. Но сегодня, когда допустим, Ашта Групп, таких очень много, и мы, конечно, следим. Опять же, каждый раз через определенное время приезжаем, проверяем, есть ли там какие-нибудь вредители болезни. Но там есть у них свои агрономы, они тоже сами проводят. Да. По словам начальника госинспекции Аркадия Джинджал, обследование ввозимого посадочного материала осуществляют не только на границе, но и на местах. А в случае с эвкалиптами инспекторы дали заключение о том, что посадочный материал не болен, а вредитель на деревьях обнаружился спустя лишь год после посадки. Это вредитель. Называется афилямус. Это не сегодня появилось. Года 3-4 назад наши инспектора обнаружили в Гагарском районе. Естественно, образцы отобрали, привезли, посмотрели, установили, что за вредитель, дали рекомендации управления сельского хозяйства. Но сегодня, да, есть повреждения серьезно. Таким образом, возникает версия, что деревья изначально были здоровы и заразились уже в парке, с учетом того, что названный вредитель облюбовал абхазские эвкалипты вот уже 3-й год как. Конечно же, к лечению новых насаждений приступят, но только в марте, в самый подходящий для этого период. Асида Малия, Раму Камкия, Абхазское телевидение.